Привет, друзья! С вами Одинокий здесь. Сегодня я решил немножко выйти на улицу. Видите, это наша гостиница. Я нахожусь на втором этаже. Я иду сейчас на море. 6 часов утра, раннее утро. Надеюсь, никого не встречу. Прекрасное раннее утро, я вышел, все спят еще. И они нам и не нужны. И вот тут целую ночь люди сидят. Вот мой балкон. Вот тут они сидят всю ночь в кужбане. Хорошо, что я засыпаю. Не знаю, что это за растение красивое. Или это мне кажется, или оно такое есть. Короче, быстро пойду к морю. Как вчера. Философствовать я не буду. И не преследую этих целей. Многие жалуются, длинные ролики, вот это не ролик, просто я беру камеру, просто говорю. Я же не... О, сейчас не хотел тут пройтись, но придется, короче. Не хотел идти, но сейчас придется. Это наш ресторан на улице, в комнате. У меня, я извиняюсь за шум посторонний, я сланцы одел. И сегодня забыл просто другую обувь снова одеть. Она очень, буду стараться не шуметь. Но все равно, я же должен идти. Можно, в принципе, и пешком идти. Давайте я сейчас сниму. Иначе без шума. Вы знаете, все еще спят. Люди еще спят. Солнышко выглядывать. Вот такое. Всю ночь вот тут тоже они трезвы. Короче, тут тоже вот они открывают этот бар ночной. Трезвонят днем и ночью. А я же там, вот видите, это прямо перед ним весь этот шум. Кто-то вчера свою шапочку забыл. И вот они трезвонят. И не поймешь их, конечно, не поймешь. Ну, они приехали отдыхать, там напитки, все включено. Хотя я, единственное, что я там выпиваю, вот кофе и воду беру, и все остальное я даже колу я не пью. Бесплатно, не бесплатно. И вот, ну, когда-то это был очень шикарный курорт. Тут конференции происходят. Но сама гостиница называется, очень красивое название. Eden Star. Это как бы немножко романтики. И вот я просто иду, и вам вот мини-клуб вот тут для деток. Детки вот тут, у них есть свои аттракционы, свои вот занятия. Вот зайдем внутрь вот этого блока, видите, все в старину, все украшено в старину, и пальмы, и кувшинчики. И вот такой вот это посередине, да, посередине вот этого комплекса пальмы.
Да, единственный минус, вот тут ночной шум, но они же, они рассчитывают, лет спать до 12, поэтому гудят, веселят. Вот сколько они выпивают, вот это я не могу. Наверное, это и есть, наверное, вот такой отдых, когда ты дома не можешь себе это позволить. Богатые люди приезжают из Франции. Я французская, очень много французской речи. Раньше были немецкая и разные речи. И бельгийский язык тоже, это французский же Бельгии тоже. И голландский был, и был немецкий. А теперь только французская речь. Но сама джерба, вот этот зар здесь, они тоже, тунисы говорят тоже на французском. И, скорее всего, вот это их вот купают. И знаете, какое это наслаждение, какой это рай. Никого нет на улице, вот отдыхаешь, веселишься. Я не люблю эти толпы людей. Видите, старина, вот такие кувшины. Это же очень красиво придумано все это. И тут очень территория, я только с задней части иду, а вот спереди тоже есть территория. Можно было, конечно, можно было бы и спереди немножко. И вот море всегда оно было море, вот чисто, море чистое, вот как слезинка вода. И вот такое. Просто я, если не знаю, вы знаете, поймите, это не ТикТок, я на этом не зарабатываю. Это я сам, вот, я если мог бы монтировал бы, вот вчерашнее видео, это трехформатное видео. Я же их не могу по частям поставить. Один час был просто описание гостиницы, вторая часть был описание вот ситуации вот этой в Тунисе, третья часть политическая. И я просто не могу все это монтировать, я не умею. Что я могу сделать? Да, это было бы здорово, если я был бы, вы что смеетесь, 600 подписчиков, я вам буду, я не знаю, по международным стандартам снимать видео. Я-то могу, и что я только не могу, вы удивитесь, не то что писать, жалобы писать. В Санкт-Петербурге был случай, но это вот так, это блогу, это вот так расскажешь какие-то ситуации, ты же не выдумываешь это все. Я фантаст, я не писатель, фантаст, вам это придумывать, красиво излагать. И вот это возмущает некоторых людей, которые, я не знаю, и равнодушных людей. И вот это им кажется, знаете, какая-то красота, ребят. Просто поймите, что это, вы видите такие уголки земли, вот как и рай, это как рай. И вот эти люди такие несчастные, такие бедные. И если вы видели бы этот остров Джерба, там сотни гостиниц люксово. И вот это население нищета. И вот какой-то контраст, вот это. И почему вот они в гостиницах вот так красиво все везде оформляют, а почему нельзя вот точно так же оформить? Вот у меня вот такие мысли обычного человека. Вот у нас же, мы же оформляем свои города очень красиво. Проспекты делаем, аллеи делаем, парки делаем, чтобы людям было где разгуляться, маленьким деткам, где с мамой, с родителями. Вот как они это в трех-четырех стенах этой квартиры, они же не могут. Вот это же запоминается на всю оставшуюся жизнь, когда с матерью, отцом вышел, погулял в парке где-то там, и мороженое поел. Это мороженое, которое ты ешь дома, и с родителями вышел, ешь, это совсем другое. И вот я не пойму, это в арабских странах, вот это, какой-то почему нельзя вот точно так же красиво оформить город, я не знаю, центр города. Это как будто, да, я понимаю, жара страшная. Но же вот тут-то они это же сделали. Это тут, видите, поливалок нету, тут вообще один вот там, видели, кувшин, один где-то вон там. Вот и 3 поливалки тут, по-моему, и все.
И вот эта зелень, красота. И я просто философствую, конечно, очень много. А как без этого? А как без этого? Если у меня были бы друзья бесконечные, и они мне трезвонили бы днем и ночью, конечно, у меня не было бы сил для вас тут сидеть и что-то рассказывать. И вот это мысли вслух, это не тиктоки, это не блоги, я не профессионал. Просто, а что делать, если тебе скучно? И, конечно, мне есть что сказать. Знаете, сколько интересных событий, историй я знаю. Все вот это, все, что вы хотите знать, я уже сотни роликов снял и все там изложил. Про этого Султыгова, Рамзан Султыгов, по-моему, вот снимал ролик. Я хотел сперва снять от него, потом это так 3-4 там блока, вот это все туда включил. Все вот человек от начала до конца просто послушал, и вот это. Да, может быть, иногда кажется, что-то повторяется, но люди тоже, они же как под копиркой эти люди. Все лжецы, лицемеры, и их очень много. Если их было бы одна-два пары, и мы бы обошлись бы, и все, обошлись бы. А там их сотни этих провокаторов, и, конечно, ты по каждому случаю должен что-то сказать, какое-то выступление сделать. И мне кажется, не надо упрощать нашу жизнь. Она не так проста. Если было бы так просто жить 5-10 минут, поговорил. Мы не так. Мы никуда не спешим. Знаешь, наша жизнь очень долгая. Нам некуда спешить. И вот я не пойму вот это людей, которые вот так пишут. Зачем это делать? Вот я не знаю. И я удивляюсь, я честно удивляюсь. Может, я вырос в другом мире. По-моему, в точно таком же мире я и рос, что вы. А разницы никакой. Разницы никакой. И вот кажется, все. И вот такие места нужны, чтобы немножко философствовать, подумать о своей жизни. Я, конечно, вот хотел бы в берег моря вам пройтись там, говорить. Но, к сожалению, он очень грязный. Как я вчера объяснил, что вот неприятно это. Вот тут они, конечно, бассейны. Я сейчас вам покажу. Вот тут бассейны, хорошие бассейны. Я не говорю, что плохие бассейны. И тут, конечно, вот они любители, некоторые любители, вот это, тут рядом днем без остановки, это виповка. Что ты хочешь, душе пожелаешь, коктейль к тебе приготовить. В принципе, сегодня, может, я не знаю название этих коктейлей. Мохито, оно же готовит безалкогольно. Можно было мохито тоже. Вот и видите, бассейн очень, кажется, не глубокий, но он глубокий. Я даже тут боюсь купаться. Я же не пловец, поэтому мне даже сложно тут купаться. И вот такой, видите, вот размах огромный. Была еще там, они половину даже не выставили. Но вот нету былого размаха, как раньше. Нету вот это. Еще и гостиница сохраняется. Еще и питание у них нормально. И очень много тортов. Как-то я хотел бы, конечно, вам снять это. И вот тут они купаются. Вот тут раньше, вот тут тоже. Они тоже блины пекли. Короче, нон-стоп тут. А там это бар у них, они постоянно что-то там коктейли. Вот тут сажались, вот человек с моря прибежал, немножко проголодался, взял сосиску горячую, вот это что-то такое вкусное, или котлеты какую-то, гамбургер, как называют, мы это котлеты называем. Вот такое. И вот, видите, былая слава этой гостиницы. К сожалению, видите, даже сейчас я же не 5 часов встал рано утром, я просто после 6 встал. А раньше, если я вот так встал бы, тут ходили бы люди, тут никого нет. Тут никого нет. И вот такое, я вам говорю, что жизнь не надо упрощать. Да, иногда нужно упрощать в том случае, что не надо
нагружать себя вот лишними проблемами. А так, вот когда какие-то разговоры, какие-то серьезные разговоры, какие-то жизненно важные жизненные утверждения, вот не бывает вот так, ты сними 5 минут, я послушаю, и я побегу. Так не бывает. Если видите, вот тут я с вами разговариваю, не волнуюсь, и я вот даже и речь гладкая. И вот это зависит, наверное, от места, зависит, наверное, от обстоятельств все это. Я еще, это русский язык не мой родной язык. Когда ты говоришь в камеру, вы, наверное, многие, это не просто так. Ты знаешь это слово, и когда нужно говорить, вот не можешь вспомнить. Вот бывает такое. И когда ты снова слушаешь, и вот ты так сказал бы, а ты это не сказал. И вот у меня вот такое. Может быть, если я годами вот так общался бы с камерой, может, таких проколов не было. Ну, я не знаю, что с вами. С нами, знаете, у нас ситуация не самая хорошая жизненная. Казалось бы, цивилизация цифрового мира нам должен был помочь. Вместо этого нас разъединяет, вместо того, чтобы соединить, вместо того, чтобы глобально нас делать. Вот очень много сейчас негативно. Когда-то в 2000-х годах это был позитив, интернет появился, свобода людей, и онлайн все это покупки, билеты можешь онлайн, они стоят у касс автоматов, где-то там у этих касс аэропорта, железнодорожного вокзала. Все стало, раньше это было очень сложно, надо было в очередях стоять. А сейчас это очень просто. Но это, знаешь, это было лучше, это хорошо, что так было. А сейчас негативно, которые наглецы, подлецы, скотины, подонки начали пользовать свою сторону, все это придумать, жалкие, ненависть, жалкие людишки начали вот это липать, эти на скорую руки, все эти истории. И я не думаю, что этими закончится. Нам предстоит еще войну. Это просто ты знаешь, где враг, и эта граница, он переступает порог этой границы, и ты отвечаешь. А тут все размыто, как бы и братья, как бы и свои, как бы и родные. Но так тебе это расслабляет, тебе кажется, может, это я так грубо так что-то сказал, может, это я их возбуждаю. Оказывается, это не так. И вот этот в эфире Башлама Чимаева вот подтвердил, когда это провокатор Хабиб, этот ФСБшник пришел специально, чтобы нас, чеченцев, вот нас, который старый закалка, нас он не переубедить. Мы знаем, кто мы такие, откуда мы вышли. Мы это даже нынешнее поколение чеченцев, они знают, кто они такие. Но вот подрастающая наша молодежь, которая выросла на этих тиктоках, на этих шорт-видео, вот это, скорее всего, вот это фитнес, вот они вот туда, чтобы их немножко расшатать. И поэтому удивляешься чеченцам, которые вместо того, чтобы стать в сторону чеченцев, становятся в сторону дагестанцев, становятся в сторону ингушей. Это для них нормально. И вот я так думаю, нам еще предстоят немало тяжелые времена. Я просто это чувствую, потому что это видишь, это читается, это слышится, когда ты все это новости, это их это передачи, вот это ничего хорошего чеченцам. Может быть, не будет таких глобальных потрясений, как Первая, Вторая чеченские войны, как война имама Шамиля. Ну, вот будет вот это все эти народы вокруг чеченцев, которые вдруг вспомнили, что они народы. Вот, конечно, они смотрят на наши удачи, на наши успехи, на наши и завистники они. И вот стараются нас расшатать, нам
и ставят эти ярлыки. Да, мало этих ярлыков нам составила эта Россия, это лице это имперской России, царской России, потом при СССР, сейчас Российская Федерация тоже постаралась, хотя и 33 года это Российской Федерации, две чеченские войны. Представляете, за свою 30-летнюю две чеченские войны они пережили. И я не думаю, что это так кончится вот, миром, а вот мы будем свои, как вам сказать, свои разногласия за столом это все обсудим и разойдемся мирно. Так не будет. Так что, поэтому я говорю, потом я кричу, вот, знаете, я только один человек, у меня и нет и речи, и я не блогер. Вот сколько молодых талантов парней чеченцев, которые выросли в совместных браках, многие, у меня племянники, несколько племянников в совместных браках, вот русским, украинцам. И вот у них язык, как будто это их тоже родной язык, потому что от матери это тоже передается. И вот такое дело, мне кажется, вот они могли бы вот четко, ясно, красиво излагать все это. Молодежь, для них, я не знаю, какие-то инфантильная наша молодежь, вот они не любят вот это, они любят чатиться в стрип-чатах, на этих, как это, лайках, и вот это, да, интересно. Столько энергии, только ума пустую тратить, вместо того, чтобы во благо народа, во благо своей республики, во благо, это же, если ты пропустишь мимо ушей, мимо пройдет все это вихрем мимо тебя, и ты же потеряешь все это. Это не раз, сколько империй вот так профукали всю свою. Рядом османская, персидская, вот этот шах тоже. Вот в 79 году, это же не так давно по историческим меркам было. И вот завистникам я что могу сказать? Вы знаете, вот ненависть, злобная ненависть вам, презрение вам. Вас, людей, мы не считаем, потому что вы избрали не путь подлеца, подонков. Никогда, никакие времена, никогда их за людьми не считали никто. Знаете, этот союз вот этого ушей, этих кумиков, этих аварцев, это ничего. Мы и не такое, сколько мы, и такая империя, как российская, не могла с нами справиться. Вы думаете, мы не справимся с вами, кучкой негодяев. Давайте, да, вот как этот парень просил коротко, ясно. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон. Просто утро это такое радостное чувство. Жалко, что нету кофе. Мог бы кофе попить и пойти вот так еще был бы бодрее, энергичнее. Но такое мы же не можем, это не меню в ресторане заказывать. В принципе, я могу пойти и взять стакан кофе. Там люди ходят, берут. Вот такое. Давайте пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Мира и добра всем. Я даже не стал политикой, потому что это еще растянется видео. А нам это ни к чему. Пока-пока. Ну, вот такое. Вот такая небольшая рисовочка для домашних людей. Конечно, мы волнуемся, потому что это коснется нас, как коснулся, вот, казалось бы, коснется, если мы будем спать и мимо профукаем свое будущее, свою историю, и какие-то подонки, какие-то негодяи, вот все это, за эти, знаете, охотников хватает.
охотников хватает. Они любители легкого вот наживы, вот, вот они всегда воспользуются моментом, чтобы пристроить себе все, прикарманить, что чужой. Вот этих любителей немало, конечно. Ну, такими солнечными нотками я хочу с вами попрощаться сегодня. Ох, такие дела. Вот бай-бай, гудбай и до новых встреч.